Приветствую всех! Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня у нас последний в этом году выпуск новостей. Как обычно, попрошу всех, кто нас смотрит, если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк этому видео, другим видео, если вы посчитаете нужным. И можете прокомментировать. Это очень поможет, еще раз говорю, всегда повторяю, в продвижении нашего канала на YouTube и вообще работе нашего движения. Спасибо вам большое заранее. Ну и первая новость – это новость про такие популистские жесты мэра столицы Республики Саха, города Якутска, Евгения Григорьева. Давайте посмотрим. Мэр Якутска Евгений Григорьев, кажется, первым в республике начал предвыборную кампанию в условиях отсутствия самих выборов. Формально голосовать не за что и ни за кого, но это не мешает ему активно желать понравиться публике, прессе, начальству и, главное, самому себе. То перед камерами он бодро проводит зарядку, изображая здоровый образ жизни и управленческую энергию, то демонстративно выливает в раковину дорогой алкоголь, подаренный ему неравнодушными, показывая, какой он принципиальный, аскетичный и неподкупный. Но, увы, перед нами политический тикток вместо реального управления городом. Пока мэр работает на картинку, Якутск работает на износ. Город задыхается в коммунальных авариях. Системы ЖКХ рассыпаются буквально под ногами. Дворы и улицы тонут в фекалиях. Канализация выходит наружу, аварии становятся нормой жизни якутян. Люди живут в условиях, которые сложно назвать городскими, не говоря уже о столице региона. Трезвеннику Жене абсолютно наплевать на городское хозяйство. Контраст между публичной активностью мэра и реальным состоянием города выглядит откровенно издевательским. Пока горожане решают, как пройти к дому, не утонув в нечистотах, глава города решает, под каким ракурсом лучше смотрится утренняя разминка. Пока коммунальные службы не справляются с базовыми задачами, мэрия занята символическими жестами, безопасными, стерильными и абсолютно бесполезными. Это и есть новая модель муниципального управления. Не решать проблемы, а перекрывать их шумом самопрезентации. Вот только город от этого чище не становится. Что на это можно сказать? На это можно ответить известной пословицей про кота и про яйца. Да? Когда коту делать нечего. Но вообще, да, на самом деле управлять... Почему он так делает? Да? Многие задают вопрос, зачем? Зачем ты вообще это делаешь? Зачем ты выливаешь дорогой алкоголь? Во-первых, вопросы возникли, почему тебе дарят такой алкоголь, и ты принимаешь такой алкоголь, да? Ты не имеешь вообще на самом деле права принимать подарки выше там какой-то суммы. И потом ты его так прилюдно выливаешь. Ну, это же такой чисто популистский жест. То же самое, что делала Авксентьева, когда она запретила корпоративы. Но тогда еще при Авксентьевой ситуация экономическая не такая сложная была, да? В республике Саха, вообще и в городе Якутске в частности. Сейчас ситуация совсем другая. Это, конечно, не говорит о том, что он не должен был его выпивать, а должен был, может быть, его продать или сдать, там, я не знаю. Он просто не должен был этот алкоголь вообще принимать. Почему он так делает? Да? Потому что его уже никто не будет выбирать. Если люди его, отменяют же выборы, да? Если люди его не будут выбирать, то отчитываться перед людьми в своей деятельности он не будет обязан. В другом случае, если бы были выборы, люди имели бы право отозвать его от должности, да, если он не исполняет своих обязанностей. А здесь такого не будет. Они все такие чистые популисты. Посмотрите на то, что не делает, а говорит АСН. Да? Это то же самое, что тот же самый популизм, что у Григорьева. А когда нет выборов, то нет ответственности. Но, конечно же, это не отменяет потребности в легитимности, да? Он должен показывать всем, что он легитимный мэр. Но ему нужно выглядеть просто вот таким народным мэром.
Раньше для этого были кампании, ну, я не знаю, там, предвыборные, да, были дебаты, были люди, кандидаты в мэры писали программы, давали обещания людям. Теперь ничего этого не надо. Теперь достаточно сделать зарядку перед прессой и показательно вылить алкоголь. Можно назвать это таким, знаете, суррогатом демократии. Да, он, значит, борется не за голосование, а за лайки в телеграм-канале в своем. Вот. И да, он работает не на горожан, потому что если бы он работал на горожан, такого количества аварий бы не было. А он работает на образ. Современный вообще российский чиновник, он живет в такой логике. Если тебя красиво, значит, сняли, запечатлели, значит, ты вот большой молодец. На деле, да, мы видим по многочисленным видео, что город буквально там тонет, да, в канализационных, значит, разливах, да, скажем так. Огромное количество коммунальных аварий, и вот все-таки побаиваюсь, да, я того, что может случиться с каким-нибудь поселком в республике Саха, как было, например, в микрорайоне Сатал. Помните, авария была большая, когда люди остались без тепла. Вот, очень страшно, очень страшно. И вот когда ты думаешь об этом, что может произойти какая-то авария, потому что больше, чем на 50% изношенной сети, тогда, конечно же, вот от всех этих ужимок чиновников становится, значит, не по себе, абсолютно не по себе. И думаешь, боже мой, где вы таких взяли людей? Прогоните их немедленно, возьмите нормальных хозяйственников. Следующая новость – это новость о кадровом голоде в арктической зоне. На фоне запуска крупных инфраструктурных проектов в арктической зоне Республики Саха власти столкнулись с острым дефицитом квалифицированных рабочих. Проблему усугубляет неготовность системы профобразования гибко реагировать на запросы рынка и хроническое недофинансирование учебной инфраструктуры. Массово требуются водители всех категорий, речники, судоводители, строители, бульдозеристы, слесари, горняки, энергетики, преподаватели технических специальностей и даже гиды для китайских туристов. Парадокс ситуации в том, что масштабные проекты в Арктике, требующие тысяч квалифицированных рук, уже утверждены. Замминистра по развитию Арктики Михаил Погадаев сообщил, что утвержден мастер-план агломерации Тиксинайба, включающий строительство нового морского порта, модернизацию аэропорта и создание дорожной инфраструктуры. Для реализации потребуется огромное количество квалифицированной рабочей силы. Если мы сейчас не обеспечим эти маршруты своими местными кадрами, все закончится так, как это сложилось, например, в Мурманске, где Если мы сейчас не обеспечим эти маршруты своими местными кадрами, все закончится так, как это сложилось в Мурманске, где задействована полностью китайская инфраструктура. Сказал министр предпринимательства Республики Саха Андреев. О чем эта новость? Это новость о том, что власти на самом деле не столкнулись с ситуацией кадрового голода, когда не хватает людей, катастрофически не хватает, я бы сказала, людей. Они к этому, власть республиканская к этому шла очень долго. Они сначала, такая парадоксальная ситуация возникла. Они сначала нарисовали все свои планы на бумаге, вот эти дороги нарисовали, порты, да, аэропорты, там, я не знаю, морские порты. А потом внезапно у них выяснилось, что не хватает им ни водителей, ни судоводителей, ни строителей, и даже слесарей нет для того, чтобы эти их масштабные проекты осуществить. Это, как говорится, бумага все стерпит. На бумаге можно нарисовать одно, в реальности получается совершенно другое. Они забыли о том, что кадры вообще не появляются сами по себе.
по нажатию кнопки или по росчерку пера. Кадры появляются только тогда, когда ты их систематически на протяжении 55 или 10 лет готовишь. Но кто же этим будет заниматься, когда в последние 5 лет в России вообще происходит масштабный кризис? Возмущает то, что чиновники перекладывают ответственность на образовательные учреждения, вообще на систему профобразования. Они говорят, что этой системе профобразования, образовательной системе вообще нужно озаботиться кадрами, да? Виновата политика последних, 10-15 лет, которая системно уничтожала вообще, заставляла людей уезжать. Она им не платила, людям нормально, она им не власть, то есть не занимается благоустройством вот этих территорий, где люди будут жить. И в конце концов они отправляют людей на войну. Люди и так уезжают от того, что там вечно низкие зарплаты и отсутствие жилья, а еще и на войну отправляют. И после этого они хотят, чтобы образовательная система готовила им кадры. Откуда их взять, эти кадры? Вахтовая модель, она вообще устарела. Легче готовить на местах. Ну, конечно, они сейчас возьмут китайских рабочих. Китайские рабочие, скорее всего, им будут строить. Или, может быть, они завезут кого-нибудь из Центральной России. Ну, кого завозить? Там люди-то тоже, извините меня, на войну все, наверное, поуходили. На СВО, да, как они говорят. Вот к какому итогу во время правления Путина мы пришли. Профобразование уничтожено, регионы деградируют, социально деградируют, и у них проекты только на бумаге. То же самое возьмите Ленский мост, то же самое, посмотрите, стоит арктический центр, да, центр Олон-Холленд, так называемый, да, у них нет денег. У них все на бумаге, да. В реальности оказывается все совершенно по-другому. Ну и последняя новость на этой неделе – это падающие ступени ракет в республике Саха. Давайте ее посмотрим. Это воскресенье 28 декабря в 10 часов вечера по местному времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Согласно программе полета, отработанные элементы ракеты должны упасть на территории Республики Саха. В связи с этим временный контроль и наблюдение вводятся сразу в 4 улусах – Алдаанском, Алюкминском, Вилюйском и Верхневилюйском. Министерство по делам ГЭО призывает жителей в день пуска отказаться от поездок в удаленные лесные массивы. Власти объясняют временное ограничение передвижения тем, что, дескать, таким образом обеспечивают жителям безопасность. Одновременно руководство Роскосмоса заявляет, что угрозы для населения нет. По их версии, ступени ракеты не содержат гептила, работают на кислороде и керосине и не представляют экологической опасности. Однако эта позиция напрямую противоречит тому, что уже фиксировалось в республике ранее. В 2014 году жители Вилюйского улуса заявляли о загрязнении местности после падения ступени ракет и связывали это с ухудшением состояния окружающей среды и ростом заболеваний. Эти жалобы получили широкий общественный резонанс и освещались федеральными и региональными СМИ. В том же 2014 году якутские экологи из организации «Общественный экологический центр» опубликовали исследование ракетно-космического центра «Прогресс», в котором учеными был прямо указан риск загрязнения территорий компонентами ракетного топлива, такими как гептил. Экологи сделали однозначный вывод о недопустимости эксплуатации якутских земель в качестве районов падения ступеней, учитывая, что на этих территориях постоянно проживают люди. С тех пор прошло более 10 лет, но подход властей не изменился. В день пуска жителей просят на всякий случай не выходить в лес и приостановить хозяйственную деятельность, при этом публично настаивая, что никакой опасности не существует. Логический разрыв между этими заявлениями и реальными ограничениями по-прежнему остается без ответа. Почему об этом важно говорить? Потому что от того, падают ли ступени ракет на Республику Саха, зависит жизнь и здоровье якутян. Вот в той новости, которую вы посмотрели, упоминается общественная организация, общественный экологический центр.
Республики Саха. И они на самом деле в 2014 году публиковали доклад, замечание о работе ракетно-космического центра «Прогресс». Этот «Прогресс» выполнял работу оценку воздействия КРК «Союз-2». И вот, значит, какие они пункты обозначили. Значительно увеличены, это 10 лет назад, значительно увеличены площади улусов, попадающих в зону риска. Вилюйский, Верхневилюйский, Жиганский. Третья ступень улетает в сторону Оленёкского национального округа. Но сейчас добавилось еще 2 улуса. В случае аварии возможно попадание на 31 населенный пункт республики. Проектанты не указали содержание топлива. У местного населения также нет гарантии, что остатки этого вещества не останутся в падающих остатках ракеты. На сайте Роскосмоса имеется информация, где сказано, что ракетоносители «Союза» имеют разгонный блок «Фрегат» с 2-3 тоннами гептила, 4-6 тонн азотного тетраоксида и 60 кг гидрозина, амидола. У местного населения нет гарантии, что остатки этих веществ не останутся в падающих ступенях ракеты. Проектантами показано наличие в горючем наименее безвредных веществ, таких как керосин, кислород, окислы азота, но не показано наличие и количество горючего, которое остается в сбрасываемых ступенях. Не показано распределение этого остатка в среде, а также его химические реакции с воздухом, водой в атмосфере и на Земле. Нет данных о продуктах окисления ракетного топлива, последствия его воздействия при разрушении сбрасываемой ступени. Жители Республики Саха знают не понаслышке о гептиле, так как большие площади тайги бассейна реки Вилюй усеяны остатками ракет с гептилом, но до сих пор никто из органов и депутатов не принимают никаких действий, хотя эта проблема рассматривалась на Совете Безопасности России в 1997 году. Об этих опасностях военные и проектанты умалчивают при поддержке властей и природоохранных органов. Воздействие гептила население Республики Саха получало с космодрома Байконур. Почти весь бассейн Вилюя подвергался этому вредному химическому воздействию, а местные жители на этих зараженных местах собирают дикорастущие ягоды, грибы, в озерах ловят рыбу и болеют. Запуски ракет с космодрома Восточный с 2018 года планируют сделать постоянными, до 12 запусков в год. То есть здесь будет происходить истощение озонового слоя и усиливаться озоновая дыра, которая уже сформирована над Западной Якутией. Не представлены расчеты по аварийности падения ракет и не разработаны мероприятия по ликвидации аварий. Также нет плана по обеспечению безопасности населения города Вилюйск и поселков Вилюйского региона, которые попадают в подтрассовое пространство. Запускаемый тип ракеты «Союз-2» жидкокеросинный, содержащий, по данным самих разработчиков, 24% токсичных выбросов. Проектанты уверяют население в безопасности этих ракет с улучшением технологии запусков и пролета ракет, забывая о высокой аварийности запусков ракет в настоящее время. Не представлены расчеты по оценке ущерба лесам, скотоводству, рыбному и охотничьему хозяйствам Западной Якутии, попадающих под падение остатков ракет. Не планируются компенсации жителям районов падения за приносимый вред и природе, и человеку. Падение остатков ракет может стать причиной возгорания лесов, особенно в летнее время. Разработчиками не разработаны и не представлены мероприятия по тушению лесных пожаров, которые, в свою очередь, могут нанести ущерб населенным пунктам. В связи с этим, поддерживая мнение местного населения, осознавая опасность от пролета и падения ракет запускаемого типа, наше мнение заключается в том, что данная работа РКЦ «Прогресс» выполнена ненадлежащим образом, и в целом сам проект использования территории Якутии под падение остатков ракет считаем недопустимым к реализации. Вот что пишут экологи. В это время чиновники Роскосмоса врут,
И за ними, следуя за ними, власти Республики Саха обманывают население, и вслед за ними этим занимаются журналисты. Сколько бы я ни посмотрела, вот поищите сейчас последние материалы о запусках ракет, о падении вот этих ступеней ракет на территории Республики Саха. Посмотрите, везде пишут одно и то же. Нет ничего опасного. Нет ничего опасного. Ну вот посмотрите, с 2014 года прошло больше 10 лет. Что-то поменялось вообще в российской промышленности. Роскосмос, по-моему, с того времени вообще загнулся, да? За эти 10 лет. Неужели они станут соблюдать какие-то экологические, значит, принципы, нормы? Конечно, нет. Все, что они рассказывают людям, это настоящее вранье. Вот эта вот работа экологов, вот эта вот заметка, да, с выводами о том, что недопустимо использовать Республику Саха, территории Республики Саха под падение осадков ракет, никто даже во внимание принимать не стал. С того времени Роскосмос не предоставил никаких аналитических данных, да, насколько повлияет падение ракет на экологию, на здоровье людей, на здоровье животных. Не было никаких, ладно, Роскосмос, он обманывает, мы понимаем, но не было никаких независимых экспертных оценок. В этой ситуации остается только жаловаться, я не знаю, в Росприроднадзор. Пусть они хотя бы приедут и оценят ущерб, который наносит вот это вот падение остатков ракет. Спасение утопающих, к сожалению, в этом случае в руках самих утопающих, жителей республики, мне кажется, должны этим озаботиться, должны что-то с этим делать. Жаловаться, жаловаться, жаловаться. Требовать, требовать, требовать. На этом, пожалуй, все. Следующий выпуск новостей у нас выйдет уже в новом 2026 году. Всем спасибо огромное. До свидания.